Ну что, дорогие друзья, снова мы в телевизоре и одновременно на волне FM 107.1 Якутского радио. И сейчас рубрика «Открытый микрофон». Сегодня «Открытый микрофон» мы предоставляем заместителю министра здравоохранения республики Людмиле Ильясовне Вербицкой. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, сегодня разговор будет очень серьезный. Мы будем говорить о проблемах гемодиализников нашей республики. Их не так много, но и не так мало, к сожалению. Друзья, как бороться с этим заболеванием? Что делается у нас в республике для того, чтобы таких людей было меньше и как-то облегчить их жизнь? Сегодня наш разговор именно об этом. И вчера, дорогие друзья, состоялся пикет больных с почечной недостаточностью, тех, которые получают процедуру гемодиализа. Они пикетировали у здания Дома правительства и с требованием, чтобы ночная смена гемодиализников оплачивалась, вот это социальное такси. Да? Как решилась эта проблема или решается? Да, на сегодняшний день перевозка гемодиализных пациентов от места жительства до получения гемодиализа проводится социальным такси. Это служба, которая находится в ведении Министерства труда и социального развития. И понятно, что эта служба перевозит не только гемодиализных больных, но она и перевозит всех инвалидов нашего города. Поэтому, естественно, особенно в третью смену есть какие-то накладки. И сегодня Нефролига поставила перед правительством, перед Министерством здравоохранения вопрос о том, чтобы перевозку гемодиализных больных проводили в системе здравоохранения. То есть вот эти полномочия передать Министерству здравоохранения. Это решение было принято. Галина Иннокентьевна Данчикова такое поручение нам дала. И с 1 января 2016 года мы начинаем организационные мероприятия для того, чтобы перевозить гемодиализных больных. Это будет под контролем Министерства здравоохранения. Мы создаем отдельную структуру, то есть отдельно будем курировать. И перевозка это будет осуществляться не только в городе Якутске, а у нас есть гемодиализные больные и в Мирном, и в Нерюнгри. Поэтому, естественно, для всей категории данных пациентов мы будем организовывать перевозку уже из средств Министерства здравоохранения. Скажите, а сколько таких больных с почечной недостаточностью у нас в республике? Сегодня у нас насчитывается 298 пациентов. И должна сказать, что общее количество тех больных, которые страдают сегодня почечной недостаточностью, их, конечно, гораздо больше. Это те люди, которые сегодня у нас в состоянии компенсации, но они могут в любой момент, когда, если наступит декомпенсация, попасть на гемодиализ. Поэтому мы сегодня имеем резерв аппаратов для той категории, которая сегодня вот у нас подконтрольная. И мы сегодня имеем достаточное количество мест для того, чтобы обеспечить всех наших пациентов. Скажите, вот у нас кто-то дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Людмила Ильясовна. Я жительница города Якутска. У меня внук инвалид по слуху. Вот я просто попала случайно на эфир, включилась. Извините, пожалуйста, как можно получить квоту или к вам попасть на прием? На слухопротез... Он находится в Алеклинском районе. Документы подавали, но это уже где-то с сентября месяца. Ждем квоту, документы все есть. Но они были в Томске на обследовании. И вот, извините, конечно, у вас гемодиализный вопрос. Но тут вот я случайно как-то... Я вам отвечу. Во-первых, добрый день. Я вам отвечу. Почему? Потому что действительно количество квот не такое большое. Но, тем не менее, в любом случае вы получите квоту на кохлеарную имплантацию. Это однозначно. И поедете в Санкт-Петербург. Сегодня нам
каждым годом количество квот увеличивает. Единственное, что вот если обычные у нас пациенты ждут вызова где-то 3 недели, максимум месяц на другие виды, да, помощи высокотехнологичной, то по кохлеарной имплантации мы действительно ожидаем иногда 4-5 месяцев. Но тем не менее, все равно вызов будет, и вы поедете. Угу. Ну, спасибо большое. Давайте вернемся к нашей основной теме. Да? Вот больные почечной недостаточностью. Вы сказали, что сейчас есть и, к сожалению, вот категория этих людей, которые заболевают вот этим вот делом, они, увеличиваются, да? И вы говорите, что есть запас у нас в республике. Такие центры открыты, как я поняла, в Нерингре и в Мирном. А вот еще какие планы, допустим, для Вилюйской группы районов? Да, есть ли такие планы вот какие-то? Мы уже с вами перед началом эфира говорили, да, и однозначно мы сегодня, в том числе по обращению пациентов, Александр Васильевич Горохов, министр здравоохранения, принял решение о том, что надо рассматривать сегодня вопрос об открытии гемодиализного отделения в Вилюйской группе районов Улусов. Почему? Потому что вот сегодня по анализу тех пациентов, которые у нас находятся на гемодиализе в городе Якутске, в Мирном в том числе, у нас набирается около 30 человек. И поэтому я думаю, что для того, чтобы обеспечить именно качество жизни этих людей, чтобы они были дома, чтобы они были с родными, с близкими, возможно, мы рассмотрим открытие этого отделения в Вилюйске. Скажи, пожалуйста, вот с введением санкций, да, конечно же, санкции в первую очередь ударили по людям, больным с хроническими заболеваниями, которые лечатся, сидят на таблетках импортного производства, и они достаточно дорогие. Вот что делается для того, чтобы облегчить наше министерство, каким образом, реально люди имеют ли возможность, допустим, бесплатные рецепты, и в том числе больные по гемодиализу? Да, спасибо большое за вопрос, потому что действительно в 2015 году была большая проведена работа, в том числе правительство Республики Саха-Якутия выделили нам дополнительное финансирование на лекарственное обеспечение в рамках именно того, что стоимость лекарственных препаратов подорожала. Мы все-таки в республике выдерживаем планку закупа качественных лекарственных препаратов, оригиналов. Почему? То есть нет дженерики? Нет дженерики. И особенно, конечно, это касается всех категорий населения. Это и инвалиды, это и те, которые находятся с орфанными заболеваниями. И, конечно, это те пациенты, которые находятся на гемодиализе. Поэтому сегодня финансовая обеспеченность в республике есть. Она сегодня имеется и на 2016 год. Нам дали плюсом, учитывая стоимость и рост по валюте. Поэтому сегодня те оригинальные препараты, как мы и покупали предыдущие годы, так и 2016 год будет обеспечен оригинальными лекарственными препаратами. Дженериков мы пока закупать не будем. Нам сегодня финансовые средства это позволяют. Кстати, по расходному материалу для гемодиализных больных, там ситуация тоже такая же, да. То есть мы сегодня закупаем очень дорогостоящие расходные препараты. Допустим, 1 единица расходника, когда идет 1 сеанс гемодиализа, стоит 27 тысяч. То есть мы закупаем тот расходный материал, который европейского качества, оригинальный, который поставляют сами фирмы, и мы не закупаем заменители, которые сегодня имеются на китайском рынке. Поэтому мы эту планку держим, а это как раз качество жизни гемодиализных больных. Потому что если только пойдет неоригинальный расходный материал, то интоксикация не будет так качественно сниматься. И поэтому качество жизни будет под угрозой. И сегодня эта направляющая, она очень четко ведется в стенах Министерства здравоохранения, имеет серьезную поддержку у правительства. Понимание этого дает нам дополнительные финансовые средства, чтобы мы закупали дорогостоящие и качественные расходники. Но в бюджете 2016 года, который будет на пленарном заседании скоро, буквально на днях, это все заложено. Это да? все заложено по тем суммам, по тем ценам, которые сегодня идут даже с ростом.
Мгм. А скажите, а еще вот какие меры помощи предусмотрены, медицинской помощи для больных с почечной недостаточностью? Ну, вот мы с вами уже обговорили, да, что мы сегодня смотрим делаем уже анализ наших гемодиализных пациентов. Однозначно это 2017 год, возможно, 2017, открытие второго диалога, потому что в любом случае мы понимаем, что количество пациентов растет, наше население, к сожалению, не так себя берегет, как хотелось бы. Мгм. И это на сегодняшний день не составляющая организации здравоохранения. Это как раз вот те вопросы здорового образа жизни. Это когда мы говорим «твое здоровье в твоих руках». Сегодня вот эта составляющая у нас, она достаточно слаба. Возможно, мы плохо информируем население, да, о том, что надо не переохлаждаться, что надо вести обменные процессы, свои следить. Поэтому вот в этой ситуации мы будем открывать в Вилюйской группе гемодиализное отделение. И при этом сегодня мы хотим все-таки наладить санаторно-курортное лечение, чтобы брать какую-то группу гемодиализных больных и отправлять на санаторно-курортное лечение в те учреждения, где есть гемодиализ. У нас вот 2 года назад такой опыт был. Он очень понравился, но на сегодняшний день мы эти организационные моменты немного они были сложны, потому что санаторно-курортная зона – это в другом регионе, но я думаю, что с 2016 года мы это направление тоже будем отрабатывать. Мгм. Ну вот кто-то к нам дозвонился, видимо, вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, это Александр, я инвалид второй группы. У меня вопрос, может, я случайно включил. По общим лекарственным обеспечениям можно задать вопрос? Или только гемодиализ? Не, ну задавайте, конечно. Ну тогда вот вопрос у меня. Я уже в протяжении полгода не получаю лекарства по рецепту. И когда я к терапевту подхожу, говорю, мне надо лекарство, это там карвидиол и другой там где-то порядка, много лекарств. Мне почему-то не выписывают. В чем проблема, я так не могу понять. Однозначно хочу вас заверить, что на сегодняшний день лекарства есть. Они есть в республике, они есть в городе Якутске. Значит, давайте мы с вами будем рассматривать конкретный случай и разговаривать с тем доктором, который не дорабатывает. Я только так могу ответить, потому что, поверьте мне, финансовые средства есть, закуп произведен. Мы сегодня произвели закуп и на 2016 год, поэтому надо рассматриваться конкретно, как организовано лекарственное обеспечение в конкретной поликлинике и конкретного врача. Приходите, давайте будем рассматривать. То есть Александру нужно куда подойти? В Министерство здравоохранения? Да, или куда? пускай подойдет на прием или позвонит, или в письменном виде напишет. Поверьте мне, что мы разберемся в вашем конкретном случае. Так не должно быть. Или что-то вам не пояснили. Угу. Ну, спасибо, что позвонили, поинтересовались по этим лекарствам. Видимо, Александр не один в такой вот ситуации. Может быть, люди тоже, наверное, сейчас позвонят, видимо. Вот еще, видимо, звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Это я еще раз звоню. Второй вопрос у меня. Я был в Новосибирске, прошел там в этом травматологии и ортопедии полностью обследование. И они мне рекомендовали операционное вмешательство. Документы я собрал, и в этом году я все сдал. Скажите, пожалуйста, квота на 2016 год, надеяться можно на проведение оперативного лечения? Спасибо. Вот спасибо за вопрос. Да, раз такой вопрос возникает, может быть, он есть и у кого-то. 2016 год. Квоты как были в том количестве обеспеченности на Республику Саха-Якутия по нашим запросам, по нашей статистике, эти квоты будут. Они ни в коей мере не уменьшены. Высокотехнологичная медицинская помощь, вот я хочу сказать, наверное, всему населению, вот кто нас сегодня слушает, она сохранится и как по Республике Саха-Якутия в тех объемах, которые была, и она сохранится в тех же объемах по федеральным квотам. Никаких ущемлений, никаких уменьшений квотирования не будет на 2016 год. Все в полном объеме.
Мгм. Это несмотря, что... Несмотря ни на что, и правительство Российской Федерации, сейчас. да, однозначно, правительство Российской Федерации свои обязательства в отношении пациентов, в отношении обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, они все это исполняют. И исполняет точно так же правительство республики. Людмила Ильясовна, но еще, видимо, вот вопрос такой, да, допустим, на оперативная как бы замена почки, да, квоты, у нас же это делают операции, это высокотехнологичная медицина, опять-таки, там и очень делают, большая видимо, очередь. А в каких городах делают такие операции, и возможно ли в этом вот 2016 году уже кто-то поедет на такую операцию? Эти операции делают, их, к сожалению, делают Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск, вот эти крупные города, и там очень большая очередь, потому что эти города обеспечивают оперативное вмешательство для всей Российской Федерации. А самое главное, почку по пересадке от родственников мы в республике делаем. Для нас это не проблема. То есть здесь эти операции мы проводим. Единственное, что не всегда, допустим, есть донор, который подходит. Даже это по родственной почке. Сегодня эта проблема стоит в трупной почке. И вот там очередь. И то, что я сказала, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск, это те города, которые оперируют на трупной почке. А родственную почку мы пересаживаем сами. Мы все это делаем. Так вот, по трупной почке возвращаюсь, да, там действительно очень большие очереди. Мы квоты даем, но люди живут достаточно долго, ждут, пока появится эта почка. Это первый вариант. И второй вариант, значит, квот мало на самом деле. Но есть варианты, когда, допустим, клиники берут пациентов, пациенты оплачиваем стоимость операции, а потом, если они приезжают сюда, то мы им эту стоимость операции компенсируем. То есть мы и эти варианты прорабатываем, мы из бюджета республики выделяем деньги на вот эту платную операцию, потому что частные клиники платно берут в иную очередь и берут более быстро. Но это тоже надо понимать, что это все равно трупная пересадка. А в чем проблема, скажите? Да, я знаю, что дискуссия, и об этом много говорили, и говорят, вот этичные вопросы, связанные с этикой. Как население нашей республики, все-таки мы как бы, ну, как мы говорим, у нас... Ментальность у нас другая. Да, то есть мы, деревня вся как один, там, не знаю, родственные кланы, опять-таки, да. То есть в этом плане вот какие трудности у нас, с чем мы сталкиваемся, и правовые вот вопросы, они на сегодня на каком уровне сейчас стоят? Да, вы абсолютно правы. В 2015 году была разработана нормативная база на уровне Российской Федерации о легитимности пересадки трупной почки. На 2016 год мы такое нормативное законодательство уже получим. То есть сегодня будет определен порядок Минздравом Российской Федерации, как правильно, как проводить комиссионно, какой регламент проведения операции именно по пересадке трупной почки. Почему? Потому что действительно здесь основная сторона – это этическая. Когда привозят пациента, пострадавшего пациента, допустим, от дорожно-транспортного происшествия в республиканскую больницу номер 2, это конкретный, допустим, пример, да, то мы, естественно, проводим все мероприятия для того, чтобы спасти человека. Но бывают такие тяжелые случаи, когда наступает смерть мозга. И вот в этом случае должна работать, у нас создана такая комиссия по постановке диагноза смерть мозга. И вот только тогда, когда мы констатируем смерть мозга, только тогда мы начинаем какие-либо мероприятия, можем начать какие-либо мероприятия по извлечению трупных органов, в том числе вот для нашей ситуации. Но бывает так, что родственники не согласны с этим, и искусственная вентиляция легких, она работает прям вплоть до последнего удара сердца, да? Такие ситуации есть, вот поэтому я думаю, что мы не зря с вами сегодня этот диалог ведем. Мы недавно провели при помощи общественности такие слушания, да, для того, чтобы наше население подготовить, что в ближайшее время мы начнем
организационные мероприятия по подготовке именно к тому, чтобы мы начали пересаживать трупную почку. А для этого надо и понимание населения, и вера в тех врачей, которые ставят диагноз смерть мозга. И, конечно, это должно быть технологически, юридически все обосновано. Сегодня эту базу Минздрав Российской Федерации для нас готовит. Скажите, ну вот еще звонок. Здравствуйте. 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 У меня вопрос. Извините, пожалуйста, это инвалид второй группы, город Якутск, Петрова. У меня вопрос такой насчет номера телефона. Будет озвучиваться? Нет, вот куда можно жаловаться, в Минздрав или к самой Вербицкой? Извините. Спасибо. Есть приемное Министерство здравоохранения 42 40 22. И еще у нас есть телефоны горячей линии. Телефоны горячей линии сегодня работают на колл-центре города Якутска. Мы с 2016 года будем делать единую сеть, открывая единый диспетчерский центр. Там тоже будет другой телефон. А сегодня вы можете звонить на колл-центр города Якутска. Это у нас как раз горячая линия по системе здравоохранения. Там и лекарственное обеспечение у нас есть горячая линия, и по качеству оказания медицинской помощи. Если надо позвонить мне, то, значит, 42 40 22 через приемную Министерства здравоохранения вы можете до меня дозвониться. Ну, дорогие друзья, в общем, сегодня мы говорим о проблемах людей с почечной недостаточностью. Скажите, вот вы говорите сейчас такое время, что количество таких больных растет, к сожалению, да? А что приводит к заболеваниям вот к таким? Как сказать, уберечься, что ли? Как уберечь своих родных, чтобы... Ну, конечно, болезни не спрашивают у нас, вот, а можно мы у тебя вот поселимся, да, в организме в твоем? Да, вы абсолютно правильно сделали акцент на то, что здоровье надо сегодня беречь. Беречь его с молоду, беречь его так, как должно быть. Поэтому вот ведь это заболевание, оно непростое. Оно связано и с нарушениями обменными, когда, допустим, у человека начинается сахарный диабет. Но это прямая уже, да, когда сахарный диабет, то следствие идет хроническая почечная недостаточность в том числе. Но ведь есть и вещи, когда нарушение просто здорового образа жизни. Хроническая почечная недостаточность иногда может быть вызвана вот буквально острейшей формой, когда идет интоксикация. А интоксикацию мы можем получить в любых объемах, в любом виде, да, то есть это алкогольная интоксикация, это никотиновая интоксикация, это интоксикация наркотическая, да, поэтому любые виды интоксикации приводят к таким серьезным нарушениям. Даже стрессовые нарушения, когда мы говорим, что человек должен быть стрессоустойчивый, он должен себя держать в руках, да, должна быть культура воспитания внутренняя для того, чтобы вести себя адекватно, не расстраиваться и не получать инсульт, инфаркт. Кто-то получает инсульт, кто-то получает инфаркт, кто-то зарабатывает гипертонию, а кто-то получает вот такие нарушения обменных процессов, вследствие которых начинается, допустим, хроническая почечная недостаточность в том числе. То есть сегодня наш образ жизни – это однозначно профилактика таких серьезных заболеваний. Поэтому, если здоровый образ жизни есть, если нет каких-либо нарушений, то, конечно, вы уже гарантированы от таких серьезных и тяжелых заболеваний. Ну, а смотрите, а вот смотришь молодежь, они одеты едва-едва, там курточки легкие, там кроссовки даже сейчас, вот в эту пору, когда, сейчас еще не так холодно. Это тоже может привести к пиелонефриту там или еще? Это косвенно может привести однозначно, потому что все равно идет патология почек. В любом случае это переохлаждение, которое будет или пиелонефрит, да, затем еще какие-либо изменения. И любые нарушения в почках, и потом, если будет просто какой-то стресс или любая интоксикация, почки просто не выдержат, потому что они перенесли переохлаждение, потому что они перенесли другие негативные моменты, и почки не срабатывают. А ведь почки на сегодняшний день, вообще как бы в жизни человека, да, они играют очень серьезную роль. По сути, это форпост, это охранная зона. То, что поступает в организм, почки берут на себя. И их надо беречь.
Сердце у нас работает более четко, оно, конечно, может быть реагировать на любые стрессы, но не забывайте, что почки реагируют точно так же. Ну, смотрите, Людмила Ильясовна, хорошо, что вы пришли к нам и сегодня прям, можно сказать, по горячим следам рассказали вообще, что делается в пользу для облегчения жизни больных с почечной недостаточностью. Но я очень хочу надеяться, что какие-то заболевания, какие-то вот группы людей, да, чтобы не доводить их до такого состояния, что нужно выходить с плакатами, с пикетами, какими-то к Дому правительства, но чтобы такого не было, надеюсь, наше министерство будет на страже нашего здоровья. Спасибо огромное. Спасибо вам. And so